Я, адвокат Сергей Майоров, сегодня, 28 марта 2025 года, хочу сделать сообщение о моем подзащитном Давлетмурате Таджимуратове, который по приговору суда 2022 года отбывает наказание в виде лишения свободы 16 лет в колонии номер 11 Новоильской области. 24 марта 2025 года я встречался с Давлетмуратом в колонии номер 11 и получил от него информацию о его пребывании в колонии и обстоятельствах пребывания в колонии, о которых я хочу рассказать всем тем, кто интересуется судьбой национального героя Каракалпакстана, его родственникам, друзьям, близким, знакомым, довести до сведения общественных организаций, средств массовой информации, зарубежных организаций и политических сил о том, что происходит с Давлетмуратом в колонии номер 11 Новоильской области. 3 инстанции судов оставили решение в силе. Это несправедливые суды. Но Давлетмурат добился главного. Он добился того, что суверенитет Республики Каракалпакстан сохранился и закреплен в конституциях и Республики Каракалпакстан, и Республики Узбекистан. Мое обращение не только к тем лицам, людям, которые интересуются его судьбой, но и это обращение к омбудсману Республики Узбекистан, к прокурору, который надзирает за работой колонии номер 11, конечно, к руководству колонии номер 11. Что я хочу сообщить? Я, ссылаясь, конечно, на пояснение самого Давлетмурата, сообщаю, что в отношении Давлетмурата происходят пытки. Пытки психического направления и физического. Как это происходит? По установленным правилам в колонии номер 11 происходит построение утром, порядка 500 человек собирается, и на этом построении все должны петь гимн Узбекистана. Мой подзащитный Давлетмурат демонстративно не поет гимн, потому что ему приказывают это делать. Мой подзащитный неоднократно на построениях высказывал недовольство порядками, действующими в колонии номер 11. Мой подзащитный не выполняет требования администрации, которая приказывает всем осужденным произносить клятву, что они заслуженно отбывают наказание, что они больше не будут совершать преступления, что они просят прощения у своих родителей, у колонии, у президента, у Махали за совершенное преступление. Мой подзащитный эту клятву не произносит. И по правилам, нормативным документам он не обязан этого делать, так же, как и остальные осужденные. Находясь в столовой, администрация требует от всех осужденных заявлять спасибо повару, спасибо организаторам приема пищи. Закон и правила не обязывают это делать, и мой подзащитный этого не делает. Мой подзащитный не поет в хоре патриотические песни. Закон не обязывает его это делать, это требует администрация. Он это не выполняет. Так как за такого рода нарушения, а это не нарушение, его наказать нельзя, то администрация применяет другой институт воздействия на Давлетмурата. Речь идет о специальном контингенте, так называемых активистах, которые, конечно, нужны для управления колониями, но из-за того, что мой подзащитный не выполняет требования, незаконные требования администрации колонии, то для того, чтобы на него повлиять, вот эти самые активисты, имена их известны, регулярно избивают Давлетмурата. Но избивают так, чтобы следов на его теле не оставалось. Это не единственная форма пыток в отношении моего подзащитного. Есть и другие формы воздействия. По заданию оперативников колонии у Давлетмурата выкрадывают его личные записи, его личные вещи, создают гнетущую, тяжелую обстановку вокруг него и периодически избивают.
другие формы издевательства со стороны администрации. Ему положено, допустим, 8 раз иметь звонок к родным и близким. Все делается так, чтобы он не смог реализовать это право. То есть он подает заявление на звонок, а его долго не рассматривают. И, наконец, когда ему дают согласие на проведение звонка телефонного с родными и близкими, перед этим так называемые активисты, иногда их называют лохмачи, избивают его. И вот он в этом состоянии подавленности, избитости, наконец, получает право поговорить со своими родными, с мамой. Естественно, он не может сказать маме, что я только что был избит, и поэтому у меня такой подавленный голос. И так ему сложно говорить. Но и на этом не останавливается администрация. Оперативник, который контролирует телефонный разговор, не дожидаясь 10 минут, это время, в течение которого Давлет Мурат может разговаривать, может в любой момент прервать технически этот разговор и доказать, что права Давлет Мурата были нарушены, невозможно. Отсутствует контроль за этим оперативником. И, конечно же, оперативник это делает специально. Недавно, относительно недавно, уже начался священный месяц Рамадан. Мой подзащитный попытался отомстить одному из активистов и напал на него, повредил его, за что ему дали 10 суток карцера. Это правильно, это справедливо. За нанесение телесных повреждений ему дали 10 суток карцера. Избиение было 28 февраля, а 4 марта 2025 года его поместили в карцер на 10 суток. Так вот, с 4 по 7 марта мой подзащитный был лишен возможности употреблять пищу. То есть 4 дня он полностью голодал. Дело в том, что он, как и многие мусульмане, держит пост во время священного месяца Рамадан. И когда к нему в камеру приносят еду, завтрак, обед, ужин, то это все приходит на дневное время, когда он не может потреблять пищу. А в 7 часов вечера охрана забирает эту пищу. То есть он остается на ночь без возможности употребить пищу, как разрешено мусульманам в темное время суток. И так 4 дня. Конечно, работники колонии, руководство, большинство из них мусульмане и прекрасно знают, что Давлет Мурат сам обрекает себя на голод, дабы не нарушить свой пост. И только с 5-го дня, наконец, стали оставлять на ночь ему еду. Это тоже одна из форм пыток. Другая форма пытки в отношении Давлет Мурата – это предоставление ему на ночь самого грязного, самого вонючего матраса, самой грязной простыни, одеяла. Это все попытки сломить его дух. Конечно, это не сломит его дух, но это издевательство, это пытки. Я разговаривал в тот же день, 24 марта, с одним из руководителей колонии и донес до него вот эти претензии, которые мне сообщил Давлет Мурат. Одна из таких претензий – это то, что он пытается обратиться в разные государственные органы за защитой своих прав, но эти заявления, жалобы, обращения не уходят из колонии. И механизма, чтобы отследить, защитить его право на подачу жалоб, не работает этот механизм. Поэтому, в том числе, я обращаюсь и к прокурору, и омбудсману, чтобы должностные лица могли перепроверить заявления, сделанные через меня Давлет Муратом. По правилам, давно действующим и установленным президентом нашим, места, где пребывают осужденные, особенно оперативные комнаты, там, где происходит дознание, проверки, должны быть снабжены камерами. Но там этих камер нет. И эти возможности администрации, что это не будет зафиксировано, реализуются тем, что в отношении осужденных, в данном случае я говорю только о Давлет Мурате, над ним происходят пытки, издевательства и со стороны активистов, и со стороны оперативников, то, о чем я уже рассказал. К сожалению, исправить положение, изменить решение судов на сегодняшний день невозможно. Наша несправедливая судебная система пока не позволяет нам с Давлет Муратом изменить решение судов. И наша Конституция не позволяет президенту отменить решение судов. Но имеется у президента инструмент,
который мог бы исправить положение. Это полномочия президента помиловать. И у президента есть полномочия помиловать Давлетмурата даже в том случае, если он об этом не просил. Мой подзащитный не просит помилования. Об этом я прошу президента облегчить участь этого великого человека, благодаря которому суверенитет Республики Каракалпакстан остался закрепленным в Конституции Республики Каракалпакстан и Конституции Республики Узбекистан. Конечно, только лишь благодаря мудрым и своевременным действиям нашего президента были и прекращены выступления, и, самое главное, не допущено исправление Конституции, и Республика Каракалпакстан не утратила суверенитета, как записано в Конституции.